Я очень долго думал, что именно мне сделать. Как бы я хотел уйти немножко от этники, от национального стиля, так как вот и чакан, и атлас, какие-то вот золотые вышивки, это все я делал. Потом думал, я чисто на европейские костюмы перейду. В этом сезоне я покажу обязательно европейские костюмы. Ну нет. Все равно, вот я патриот, я все равно опять-таки взял национальные свои ткани, эту же вышивку сделал, эскизы, и у меня получилась коллекция Арусак. Участие на Казахстан Fashion Week. Они говорят, сделайте коллекцию предапорте. Ну, начинаю, делаю эскизы, шью предапорте, в итоге получается опять вечерка. То есть не получается у меня повседневная одежда. Обязательно туда должен добавлять камни, вышивку, большое количество тканей. То есть все равно, вот как ни крути, вот предапорте это не мое. Дизайнер должен предугадывать тенденции, то есть что будет через 2 года, что будет через год. То есть, когда ты коллекцию начинаешь шить, ты, возможно, его 6 месяцев будешь шить. Поэтому за 6 месяцев он уже и с моды может выйти. Поэтому ты должен предугадать, что какие тенденции, цвета, да, будут актуальны, и начинать свою коллекцию. Все говорят, что у меня очень высокие цены. То есть вот когда говорят, ну и там слишком дорого, нет, это неправда. У меня совсем обычные цены. То есть как и в других мастерских, у других дизайнеров. Ну, любая работа начинается у нас от 100 сумон. То есть